Одна из главных задач, поставленных главой государства перед органами внутренних дел – широкое использование современных технологий в повседневной полицейской деятельности. Это дает возможность не только для профилактики правонарушений и оперативного раскрытия преступлений, но в целом меняет формат работы с населением. Цифровизация охватывает многие направления кустанайской полиции, но прежде всего те, которые связаны с созданием безопасных и комфортных условий для жизни граждан. Эти проекты реализуются в рамках концепции слышащего государства. Во-первых, это новый процесс приема сообщений граждан в полицию с помощью мобильного приложения 102 КЗ. Таким образом, с начала года в полицию поступило 43 аудио-видеосообщения. Кроме того, внедряются и собственные решения. К примеру, разработана анкета, на которую граждане могут перейти с помощью сканирования QR-кода. Она размещена во всех отделах полиции, дежурных частях, патрульных машинах. С ее помощью люди оценивают качество предоставленных услуг полиции и оставляют свои отзывы и пожелания. Такая обратная связь помогает моментально реагировать на предложения, жалобы, которые поступают от населения. Мониторинг помогает улучшать работу полиции и вести диалог в режиме реального времени. Это новшество оценили блогеры как формат открытой и прозрачной работы. В обеспечении правопорядка активно используются системы видеонаблюдения. Только с начала этого года с их помощью раскрыто более 42 преступлений и пресечено более 8 тысяч административных правонарушений. Состояние преступности на улицах снижено на 11%, в общественных местах почти на 8%. Более половины от всех нарушений правил дорожного движения выявляется в автоматическом режиме. Сегодня в ЦОУ выведено порядка 5000 камер видеонаблюдения. В этом году дополнительно планируется установка более 1000 камер и 60 аппаратно-программных комплексов по проекту «Сергек». Количество камер с выводом ЦОУ в текущем году превысит 6000 единиц. На эти процессы влияет и проект «Цифровой полицейский». Буквально с апреля на планшеты установлено программное обеспечение «Коргау». За неделю благодаря приложению было выявлено 29 злостных неплательщиков административных штрафов. По аналогии с МВД начинает работу ситуационный центр, на базе которого предусмотрена аналитика, позволяющая предупреждать преступность и вести точечную профилактику и оперативно управлять процессами. На коллегии МВД Казахстана отмечено, что начатые преобразования сегодня приносят результаты. Происходят прежде всего внутрисистемные изменения, внедряются сервисные подходы, основой которых становятся также цифровые решения. Для того, чтобы соответствовать этим преобразованиям, в Департаменте полиции принято решение о реализации концепции формирования образцовой полицейской культуры. Главными задачами концепции стал поиск оптимальных путей решения вопросов правопорядка, а также меры по трансформации работы полиции. Одно из направлений данного документа – это обучение сотрудников патрульной полиции на примерах кейсов, которые формируются с видеожетонов полицейских. Благодаря такому формату обучения количество жалоб на сотрудников с начала года сократилось в 2 раза. Мы стали получать больше благодарных отзывов о работе полиции. Сегодня планируется приобрести видеорегистраторы, благодаря которым видеоизображение будет выведено в ЦОУ. Таким образом, можно будет видеть действия каждого патрульного полицейского. Как отметил министр МВД, сегодня необходим акцент на развитии и мотивации сотрудников, защите их прав, принципе меритократии и повышении морально-психологического климата. Все приказы о назначениях у нас проходят открыто, с подключением подразделений полиции в режиме конференц-связи. Кроме того, в настоящее время мы применяем цифровое решение для упрощения кадровых процедур на основе программы 1С кадры. Это позволяет дебюрократизировать процессы присвоения званий, ухода в трудовые отпуска. Все они теперь проходят в цифровом формате. Применяются новые цифровые решения для раскрытия интернет-мошенничеств. С начала года в области раскрыто 76 преступлений. Сегодня рассматривается применение таргетированной рекламы для профилактики данного вида преступлений. Такие меры позволят предупредить большее количество граждан. Активно используются для разъяснения различные методы: громкоговорители патрульных машин, социальные сети, проводим беседы на предприятиях области. Благодаря такой работе регистрация интернет-мошенничеств в регионе снижена по сравнению с прошлым годом. Большим подспорьем в этом направлении станет Киберпол. Это пилотный проект, запущенный МВД для борьбы с преступлениями в сфере цифровых технологий, взаимодействия с госорганами и повышения правовой грамотности среди населения. Полиция неотделима от тех изменений, которые происходят в стране. Сегодня совершенно очевидно, что вопросы взаимодействия с населением меняют свою парадигму. Реальный эффект от этих действий в своей повседневной жизни должны почувствовать граждане, начиная от расследования уголовных дел в электронном формате и заканчивая получением государственных услуг, оказываемых стражами порядка. Дебюрократизация, цифровизация и оптимизация всех процессов позволяют полицейским в полной мере работать для людей.